Сейчас мы продолжаем поздравлять Виктора Яковлевича. Среди нас его уважаемый близкий друг Алексей Николаевич Анненко. Пожалуйста, слово председатель клуба творческих интеллигенций Хакасии. Здравствуйте, дорогие друзья. Я должен начать свое небольшое такое присутствие здесь с отчета, потому что, если помните, мы с вами год назад встречались и по поводу выхода в свет очередной работы Виктора Яковлевича, и мы тогда все единодушно по инициативе клуба творческой интеллигенции обратились к председателю, главе Хакасии, председателю правительства, а также к руководителю, значит, точно уж я теперь могу точно сказать, и председателю Республиканского совета старейшин хакасского народа от членов клуба творческой интеллигенции. И все присутствующие, все без исключения, здесь большинство сейчас подписались о том, что предложение о награждении выдающегося ученого хакасского народа Виктора Яковлевича Бутанаева орденом за заслуги перед Хакасией и государственной премией Республики Хакасия имени Катанова поддерживали. Это обращение было передано в правительство, и вот я, отчитываясь перед вами, должен сказать, что вот на мое имя пришел ответ председателю клуба творческой интеллигенции Хакасии Анненко: уважаемый Алексей Николаевич, от правительства Республики Хакасия по вашему обращению от 10.06.2015 о награждении В.Я. Бутанаева орденом за заслуги перед Хакасией и государственной премией Республики Хакасия имени Катанова сообщаем, что награждение указанными государственными наградами Республики Хакасии производится в соответствии с требованиями, установленными законами Республики Хакасия. Номер такой-то о государственных наградах Республики Хакасии, номер такой-то об учреждении ордена за заслуги перед Хакасией, номер такой-то о государственной премии Республики Хакасия имени Катанова. Вид награды определяется исходя из характера и степени заслуг, представляемого к награждению с учетом требований действующего законодательства Республики Хакасия в сфере государственных наград Республики Хакасия. Для рассмотрения вопроса о награждении в установленном порядке оформляются и согласовываются соответствующие наградные материалы. Руководитель аппарата правительства Республики Хакасия, заместитель главы Республики Хакасия товарищ Карамчаков. По-разному можно воспринимать вот этот ответ. Потому что, с одной стороны, можно это воспринимать как отписку, да, а с другой стороны, это можно воспринимать как приглашение к тому, чтобы были оформлены соответствующие документы. И соответствующие документы были оформлены. Поскольку я обратился, вот Грибкова почему-то у нас сейчас сегодня нет. Он должен подойти. Да. И наградной отдел Хакасского государственного университета оформил документы на награждение Виктора Яковлевича, по-моему, в компании с еще 4 человек. Ну, вот, насколько мне известно, 2 человека получили награды, а вот судьба представления по поводу Виктора Яковлевича до сих пор остается неизвестной. Вот, я это, так сказать, передаю в музей, как сказать, как элемент, так сказать, да, этап. Мы примем основной фонд, Да. через 50 лет выставим. Это, Виктор Ильич, вы сделали государственность, а государство, республика не хочет. Как несомненно, так сказать, свидетельство того, что, несомненно, общественность Хакасии, причем это не важно хакасского или русского народа, потому что это, конечно же, так сказать, стремление всех отметить действительные заслуги. Ведь, понимаете, чему нас учит товарищ Путин? Товарищ Путин нас учит тому, чтобы мы не забывали, что, так сказать, главная идея – это патриотизм. Вот с этой точки зрения, вот пример, жизненный пример Виктора Яковлевича Бутанаева,
Это несомненный пример для всего подрастающего поколения. Когда мы говорим о развитии или сохранении хакасского языка, то вот нам ярчайший пример человека, который и сохранил, и разыскал, и, так сказать, и издает, и пропагандирует хакасский язык. И вы понимаете, когда с этой точки зрения мы можем рассматривать, ну, так сказать, некоторую опалу или некоторое невнимание как антипатриотические действия. Потому что некоторые из представителей молодого поколения, глядя на то, что, ну, скажем, в определенный момент, ну, не пользуется, так сказать, особой благосклонностью со стороны верхов, такой яркий ученый подумает, а зачем мне это надо, зачем мне заниматься хакасским языком. Но с другой стороны, другой представитель молодого поколения посмотрит на достойное поведение Виктора Яковлевича, который не замыкается в себе. Он, несмотря на то, что там где-то меняются у нас руководители территории, там, так сказать, он продолжает свою деятельность. И посмотрит, что надо все-таки отдавать себя этой деятельности. В то же время, так сказать, исходя из глубинных интересов нашей республики, вот фигура и, так сказать, и живое явление Виктора Яковлевича, несомненно, требует, чтобы вокруг него был создан какой-то центр по изучению хакасского языка, культуры. Ну, вы знаете, вот мы же вот видим, артист уходит, где-то подходит к какому-то возрасту, там 50-60 лет, и он создает вокруг себя центр, предположим, там Джигарханяна или там так далее. Или там Алла Пугачева стала популярной, и вот она уже создает театр Пугачева. А вот если бы у нас в Хакасии существовал центр культуры и фонд Виктора Яковлевича Бутанаева, то скольким людям он мог бы передать то, что он накопил на свою жизнь. Вот вы знаете, вот он 30 монографий издал, 400 статей. Но это только тень того, что он знает. Потому что живой человек, вот живой ученый, это целый космос. Абсолютно, это целый космос. Он мог бы передать это все, так сказать, в живом общении. Ну и должен сказать, что в принципе, ну вот это некоторое вот такое невнимание, выразившееся вот в такой отписке. Приятно, что Виктор Яковлевич к этому относится очень спокойно. И это совершенно верно. Потому что, ну, при Алексее Ивановиче он катался как сыр в масле. Его издавали. Вот сейчас нам минусинцы рассказали, что, пожалуйста. Ну вот при нынешнем руководителе такого не происходит. И дело же не в самом руководителе. Не подумать, что дело, так сказать, вот в Зимине или там в Лебеде. Дело в советниках, которые при нем. Те, которые представляют хакасский народ. Вот. Так сказать. Но сегодня один, завтра другой. Виктор Яковлевич вечен. И будет продолжать. Ну и я, конечно, обратил внимание, вот 12 марта, когда был день рождения, мы от имени членов клуба тульской интеллигенции поздравили Виктора Яковлевича, выложили в интернет, а сейчас, если нет в интернете, то, как говорится, и нет нигде. И, конечно, я когда набирал поиск, то долгое время только вот наше поздравление было. И вот с этой точки зрения я должен очень большую благодарность высказать вот Андрею Иосифовичу и его коллективу, которые настояли на том, чтобы было такое празднество, поскольку они объявление об этом празднике выложили на своем сайте. Это объявление было повторено Министерством культуры. Это объявление было... И это объявление, да, и это пошло на правительственном сайте. И, и хотя, например, газета «Хакасия» не хотела печатать статью о Викторе Яковлевиче, а увидев такое дело, напечатали, хотя и в урезанном виде. Ну, я, мой вот такой поздравительный адрес, я немножко прочитаю: доктору исторических наук и так далее, от членов клуба творческой интеллигенции Хакасии. Дорогой Виктор Яковлевич,
Сердечно поздравляем вас с 70-летием со дня рождения. Ваш жизненный путь от суворовца до генерала науки показывает, каких вершин может добиться талантливый и трудолюбивый сын хакасского народа, невзирая на любые трудности. Вы открыли своему народу, России и всему миру неизведанные страницы истории нашего края. Вы стояли у истоков возрождения многих национальных традиций и праздников, несли огромный вклад в обоснование установления государственности и появления на свет Республики Хакасия. Перечисление ваших заслуг заняло бы несколько страниц. Но главное, ваши научные труды и книги известны в Хакасии всем от мала до велика. Ваше имя с признательностью произносится светилами научного мира планеты, всеми, кто интересуется культурой и языком хакасского народа. Можно с уверенностью сказать, что вы уже давно стали классиком исторической науки. Но вы продолжаете свои исследования и поиски. Каждый год выходят новые произведения, раскрывающие неизведанные грани. Желаю вам крепкого сибирского здоровья, счастья в личной жизни, новых творческих свершений. И в заключение, вы знаете, я вот что хотел сказать. Вот несомненно, через какое-то время в отдаленном будущем на стенах зданий, где работал Виктор Яковлевич, Хакнияли, Хакасский государственный университет, будут устанавливаться памятные доски. Здесь работал Виктор Яковлевич. Так вот я пожелаю, что вот даже самым младшим из нас, которые сейчас здесь присутствуют, довелось вот присутствовать при открытии таких памятников в далеком-далеком будущем. Вы знаете, я хочу добавить, вот то письмо, которое получил вот Алексей из правительства, он, конечно, мне тоже передал вот эту отписку. А я в это время уезжал уже на конференцию в Бишкек, я его взял. Я его взял и показал. Значит, в правительстве у нас была встреча в аппарате президента. И они говорят: вы знаете, мы проведем вам конференцию, мы отметим ваш юбилей. Я так подумал, но зачем я действительно буду пробивать лбом вот эти вот ворота, если там, обычно говорят, в своем отечестве мало бывает пророков. И вот 10 числа я уезжаю в Бишкек, и Алексею я сейчас отдал уже программу, значит, проведения. И, конечно, там издали целую книгу, посвященную Бутанаева, автор Хайрахан Джанибекова, но, правда, на киргизском языке.